Вечером 16 сентября 2019 года в приграничной зоне между Джаматом Овчи-Калача Республики Таджикистан и селением Маскат Кыргызской Республики произошел очередной конфликт, который был спровоцирован по вине кыргызской стороны из-за привезенного киргизами гравия, которым была засыпана дорога в данной местности. По требованиям жителей Джамата Овчи-Калача киргизы частично очистили дорогу и пообещали больше не накалять ситуацию. Однако очевиден тот факт, что жители с киргизской стороны вместе с пограничниками Кыргызской Республики спровоцировали новый конфликт. Этому является доказательством то, что спустя некоторое время на место прибыли около 300 киргизских пограничников. Вначале разразился скандал и в ход были пущены кулаки. Далее наш военнослужащий, который намеревался провести переговоры, был убит снайперской пулей кыргызских пограничников. Это спровоцировало стрельбу. Наши пограничники открыли ответный огонь, который заставили их убежать и скрыться в сопредельной территории. Я заместитель председателя сельского джамата Овчи-Калача Одинаев Абдухамид. 16 сентября примерно 18 часов 30 минут со стороны пограничников Кыргызской Республики началась стрельба, и в результате чего погиб один военнослужащий Республики Таджикистан, и пограничниками Таджикистана был открыт ответный огонь. Это продолжалось примерно 1–1,5 часа. Население приграничья было эвакуировано в безопасные места. Сегодня данная ситуация находится под контролем председателя области, руководства Бабаджан-Гафуровского района и соответствующих структур Республики Таджикистан и Кыргызской Республики. И в настоящее время обстановка относительно стабильная. К сожалению, я не владею полной информацией о пострадавших. Могу лишь добавить, что более 5–6 человек из числа пограничников Таджикистана госпитализированы. По поводу стадиона я могу подчеркнуть, что до 2016 года на стадионе занимались футболисты местной федерации футбола. К сожалению, после 2016 года со стороны пограничников и руководства Кыргызской Республики возникли споры о том, что данный стадион якобы расположен на линии границы, и его использование невозможно до завершения демаркации и делимитации границы. Так как в 2017, 2018 и 2019 годах на стадионе запрещено проведение спортивных игр со стороны молодежи обеих республик. Согласно протоколам, подписанным между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана, также запрещено строительство каких-либо объектов. К сожалению, со стороны граждан и руководства Кыргызской Республики данный протокол нарушается, и в большинстве мест строительство объектов продолжается. Однако в случае начала строительства объектов с нашей стороны пограничники и руководство Киргизии воспрепятствуют этому. Эти действия кыргызской стороны в итоге приводят к таким последствиям. عاقبت انمی خیل من کردن ها عاقبت امی خیل رفتارهای سرحدبان جمهوری قزاقستان و سرحدبان اهالی راهبریت جمهوری قزاقستان بود که نتیجه تو همین درجه آمده رسیده است. Ближе к ночи началась эвакуация детей и женщин из приграничного села в безопасные места. Мужчины остались в домах, по их словам, они были готовы защищать каждую пять своей земли. من رئیسی محله کلچه. Я председатель Махали Калача Рустамов Наби. Вчера, то есть 16 сентября 2019 года, примерно 18 часов 30 минут, внезапно послышалась стрельба. Мы узнали, что выстрелы начали внезапно осуществлять киргизы. Стрельба внушала страх. Над нашими домами как бы пролетали ракеты. Поздно вечером мы начали вывозить детей и женщин в безопасные места. Но мы, мужчины, остались, так как мы готовы защищать каждую пять своей земли и днем, и ночью. И мы этого не боимся. Это наша земля, земля Таджикистана. Здесь пролита наша кровь. Как мы можем оставить родные места? Перестрелка закончилась примерно в 20 часов 30 минут. Приведу один пример. В течение 4–5 лет земли 35–40 хозяйств не получают воду из-за одной жительницы Киргизии, которая закрывает воду по реку Кастакос, которая частично протекает по их территории. До такой степени они проявляют неуважение. Но, несмотря на это, мы соблюдаем добрососедские отношения, делаем им добро и в итоге получаем такой результат. Граждане Кыргызстана свободно перемещаются по нашей территории, совершают покупки, лечатся у нас и даже рожают детей в нашем роддоме. Но наши граждане не могут чувствовать себя спокойно, когда пересекают на недолгое время границу Кыргызстана. Они требуют паспорт и придираются по каждому вопросу. Наш народ стойкий, гуманный, всегда выступает за мирное решение вопросов. Однако вчерашние события снова показали, что этого не хотят киргизы. Они во всем безосновательно обвиняют нас. Это подло с их стороны. با این قرقیزستان ما عیبدار کراسیان یکی آتش خداشون سر کرده یکی ما عیبدار کراسیان دیدید متهمی حکیم گذشته است اواها گذشته است با ما عیبدار کراسیان
Как отметили местные жители, кыргызская сторона также намеревалась построить на территории стадиона местная таджикская школа номер 8 неизвестные объекты. Стадион советских времен был передан данной школе, и в течение нескольких лет им пользовались не только учащиеся школы, но и население Джумата, а также проводились совместные дружеские спортивные игры между приграничными и соседними селами. Увидев самовольные действия киргизов, жители села Дусти Джуматов Чикалача выразили свое недовольство и попросили остановить данные действия. Хотя жители данных приграничных с этим Джуматом кыргызских сел свои закупки производили с торговых точек и рынка Джуматов Чикалача и тем самым улучшали свое жизненное положение. Я гражданин Таджикистана Джалолов Абдураби, мне 42 года, и я очевидец всех конфликтов, происходящих здесь. Поблизости у меня был дом, который по требованию киргизов сравняли с землей. Я построил дом в этой стороне, и вот теперь новый конфликт. Не знаю, что делать. Этот конфликт возник не по нашей вине. Кыргызская сторона завезла гравий на дорогу. Примерно 5 военных Киргизии в гражданском пришли и начали очищать территорию дороги от сорняков. И хотели начать заливку бетона. Когда наши жители начали этому воспрепятствовать, киргизы устроили драку. Потом пришли около 200 или 300 военных из Киргизии. Они были вооружены, и мы спрятались в домах. Сын оставался на улице, и мы чудом забрали его домой. Потом на место конфликта прибыли наши военные. Вроде бы ситуация нормализовалась благодаря переговорам. Внезапно с западной стороны началась стрельба. Пострадала крыша моего дома, стекла разбиты, сгорело запасенное мной сено. Они оставят нас в покое. До каких пор это может продолжаться? Я не могу возвести вспомогательные постройки. Они не разрешают. Если нам не позволено, то почему им можно? Это же, по сути, земля наша, но хозяйничают соседи. Раньше мы до тех снежных гор пасли скот. Сколько я здесь живу, знаю, что киргизы избивают наших граждан, задерживают, отнимают деньги, запрещают здесь находиться. Участившиеся в последнее время провокационные действия со стороны граждан Кыргызстана и кыргызских военных, нагнетающих напряжение в приграничной полосе, вызывают серьезную тревогу на данном приграничном районе. В данное время ситуация на данном участке таджикско-кыргызской границы находится под контролем силовых структур Таджикистана.